Да где, блин, этот автобус? Если вы живете в Ижевске, вы наверняка часто задаетесь этим вопросом. А если вы находитесь в удмуртской деревне, то не исключено, что автобусы до вас вообще не доезжают. Как на удмуртском общественном транспорте украли 2 миллиарда рублей? И при чем здесь кандидат в главы республики Бричалов? Нас поразило, с каким цинизмом и наглостью они это провернули. Сейчас все расскажу. Привет, это Иван Елисеев. Удмуртия меняется, сообщает нам предвыборная агитация Александра Бричалова. Администрация главы тратит миллионы, чтобы убедить людей в том, что изменения в республике есть. Но жители Удмуртии и сами отлично видят изменения. Например, в общественном транспорте. Ижевчане не могли не заметить второе за 2 года повышение цены проезда с 20 до 27 рублей. Нам объяснили это убытками автобусного оператора ИПАПАТ и необходимостью обновления его автопарка. Еще одно изменение – выделенную полосу на Ленина, предложенную ИПАПАТом, ижевчане тоже, конечно, заметили и справедливо негодуют. Для ИПАПАТ это, конечно, очень выгодный маршрут, но пробок-то стало больше. Из позитивного в Ижевске появились новые автобусы, хотя и с ними не все так просто. Досмотрите ролик до конца. Но несмотря на все перечисленное, воспользоваться общественным транспортом стало гораздо сложнее. Конечно, работа ИПАПАТа всегда была объектом народной критики, но за последний год жалобы, что автобуса не дождаться, полились рекой. Вот одна из них, вот еще одна и еще одна. И каждый из них еще тонны злых комментариев. Вот первый автобус 6:25 уезжает с Костиной мельницы. Выходной день? Да, выходной день. В центре бывает только 7 часов. У меня график 2 на 2. И выходные не получается так, что на работу ехать, вызывают такси на работу. Потому что к 7 часам на работу. Ну, 11 маршрут, например. Вот, очень редко стал ходить. Больше бесит то, что брали кондукторов и растянули время ожидания. Столпотворение и дольше стоим на остановке. Ну, конечно, 43 минуты, если днем вот так ждешь. 43 минуты? А в выходные утром 3, вечером 3. Вот сейчас он придет, все. Больше как хочешь, так и ходи. Ничего себе. Пешком ходим. До администрации нет. 7 вообще не нравится. Ужасно ходим. В ответ на эти жалобы ИПАПАТ не отвечает ничего дельного и повторяет мантру про пассажиропоток и экономическую целесообразность. Да что, блин, происходит с удмуртским общественным транспортом? Почему нам все время говорят про финансовую выгоду и забывают об общественном благе? Об автобусах, которые остаются для многих единственным способом доехать до работы или больницы? Я думаю, вы уже догадались, потому что на общественном транспорте давно и хорошо зарабатывают. Давайте разбираться. В Удмуртии было несколько ключевых транспортных активов. Это ИПАПАТ, перевозки в Ижевске, Удмуртавтотранс, другие города и села, а также межрайонные перевозки, и автовокзалы Удмуртии. Еще лет 10 назад удмуртский транспорт заинтересовал Дениса Агашина, одно из первых лиц партии жуликов и воров. Тогда он крайне успешно для самого себя совмещал должность мэра Ижевска и бизнес. Сначала он по дешевке купил ИПАПАТ и автовокзалы Удмуртии и вывел их в офшоры на Кипр. А в 2013-м прикупил еще и Удмуртавтотранс. Формально вся транспортная монополия принадлежала покровителю Агашина, удмуртскому олигарху Виктору Хорошавцеву. Он владел ей сначала через офшоры, затем через ООО РТК. 5 лет назад пришел Бричалов и начал наводить порядки. Удмуртавтотранс тогда отменял маршруты в районах, жалуясь, что ему не хватает государственных субсидий для проезда льготников. Бричалов этому публично возмутился, и Хорошавцев юридически отстранился от активов. Автовокзалы Удмуртии отошли единороссу Малюку из Госсовета, а ИПАПАТ и Удмуртавтотранс официально перешли брату Дениса Агашина Максиму Агашину. Спустя год, в 2018-м, Бричалов вернулся к вопросу, раскритиковал приватизацию Удмуртавтотранса, назвал ее нелепой и кривой. «Будем менять рынок пассажирских перевозок однозначно», — сказал глава. В результате в 2019-м Удмуртавтотранс был ликвидирован и стал частью ИПАПАТа, типа для того, чтобы за счет выгодного и богатого Ижевска поддержать районы, где много льготников. Великолепный план, Уолтер. Просто если я правильно понял. Надежный, как швейцарские часы. В прошлом году инвестором нового предприятия стал Ресурс Групп, федеральный оператор пассажирских перевозок. И вот ровно с этого момента удмуртский общественный транспорт покатился по наклонной.
В Ижевске, кроме повышения стоимости проезда, многие пассажиры стали замечать двойное, тройное списание с транспортных карт. Автобусы ездят набитые битком, а многие из них приезжают раз в час. И люди прекрасно понимают, это не потому, что стало больше пассажиров, это потому, что стало меньше рейсов. Бричалов обещал, что загородными перевозками станет лучше. Может быть, ижевские автобусы теперь ходят в пригородах? Нет, на дачных маршрутах, все так же, как в Ижевске. Их ждут в очередях и буквально берут с боем. А уж о новых маршрутах интенсивно растущий пригород может только мечтать. Длительные ожидания автобусов и бои за место в них проходят и в Глазове, и в Воткинске, и в Можге. Относительно спокойно, кстати, в Сарапуле. Похоже, потому что там нет иппопата. Зато он теперь есть в районах Удмуртии, и там просто катастрофа. Везде тотальное сокращение не только рейсов, но и целых маршрутов. Жители деревень вынуждены ловить попутки или такси, если, конечно, наскребут денег из скромного семейного бюджета. А ездить необходимо. Все вопросы можно решить только в райцентре, от больницы до банкомата. Оправдывают сокращения также. Нет экономической целесообразности. Ездите как хотите. Автостанции, кстати, тоже невыгодны. С 1 мая в районах республики закрыты 6 автостанций. Тотальный бардак общественного транспорта республики власти пытаются прикрыть одной единственной хорошей новостью. В Ижевске благодаря новым инвесторам появились 100 новых автобусов. Правда, 24 из 100 автобусов оказались не такими уж и новыми, они с пробегом по Перми. Да и к новым 76 автобусам МАЗ-103 тоже есть претензии. Во-первых, они просто неудобные, если в салоне работает кондуктор. Там узкие проходы, провоцирующие конфликты между пассажирами и кондуктором. Отопление в них не отключается даже летом, а кондиционера вообще нет. Во-вторых, они дизельные. Прогрессивные города по стране в последние годы переходят на более экологичный газ. То есть по всей России от 103-х МАЗов стараются отказываться, а в Ижевске их привезли и еще и хвалятся. А вот мы и добрались до вопроса, почему ваш автобус не приходит так долго. Потому что автобусный парк Ижевска внезапно сократился с 356 машин до 300. То есть они списали и сняли с маршрутов больше автобусов, чем привезли новых. Пишут, кстати, что старые автобусы продали на сторону. Люди видели колонну из них на трассе в сторону Казани. Так что автобус, которого вы ждете, просто уже не ходит по маршруту. Ждите следующего. Если его еще не продали, конечно. Тем не менее, общественный транспорт в Ижевске стал гораздо выгоднее. Правда, не для нас с вами, а для тех, кто на нем зарабатывает. Раньше контракты города с иппопатом на перевозку пассажиров стоили символически 1 рубль. В Башкортостане так до сих пор. Контракты на обслуживание стоят рубль, а если там и тратят миллиарды налогоплательщиков, то на лизинг конкретных автобусов. Знаете, сколько город заплатил иппопату с новым инвестором? Не 1 рубль, а 2 миллиарда 108 миллионов 905 тысяч рублей. Это сумма 3 7-летних контрактов, которые город заключил с иппопатом. И это только по Ижевску, Воткинск и Можга, видимо, на очереди. Если мы возьмем калькулятор и поделим 2 миллиарда на стоимость нового автобуса, то получится, что за эту сумму Ижевск мог купить 220 новых машин. Но мы заплатили не за новые автобусы. Вот администрация отвечает, что перевозчик купил их за свой счет. И даже не за проезд для льготников. На них город потратился отдельными 300 миллионами. Так на что же ушли наши с вами 2 миллиарда? Непонятно. Генеральный директор иппопат говорил, что долгосрочные контракты с городом нужны для облегчения переговоров с лизинговыми компаниями, мол, чтобы перевозчику больше доверяли. Но это вздор. Инвестор иппопата, Ресурс Групп, сам владеет лизинговой компанией, то есть берет автобусы в лизинг сам у себя. С кем они собрались облегчать переговоры? Открываем контракт и видим, что сумма пойдет в том числе и на компенсацию недополученных доходов инвестору. И это тоже бред. Сам Бричалов, готовя ликвидацию Удмуртавтотранса, говорил, что даже в пригороде Глазова маржа 100%. Алло, какие еще недополученные расходы в столичном Ижевске с битком набитыми автобусами? Но самое интересное, что в новых дорогущих контрактах запланировано сокращение рейсов и автобусов. Вот, к примеру, на 11-м маршруте было 12 рейсов, а стало 8. Почему, когда мы платили рубль, автобусы были, а сейчас заплатили 2 миллиарда и их стало меньше? Внимание, ответ. Потому что инвестор пришел за сверхприбылями. Ресурс Групп – это не сам по себе инвестор, а от кого надо инвестор. Половина его принадлежит некой Анне Анучиной, у которой есть деловые связи с агашинским кланом, а вторая – Юрию Букину.
Юрий Букин – это приближенный Аркадия Ротенберга, короля господрядов и тренера Владимира Путина по дзюдо. Букин руководил и владел несколькими организациями в структурах Ротенберга, и нет никаких сомнений, чью бизнес-империю он представляет. А теперь он еще и один из бенефициаров удмуртского общественного транспорта. В результате общественный транспорт в Удмуртии стал еще хуже, чем до Бричалова. Он ужасно неудобен для людей и невероятно выгоден для владельцев. Все транспортные решения в республике, от отмены автобусов в деревне Юндаба Лизинского района до выделенной полосы в центре Ижевска, принимаются в интересах инвесторов, а не жителей Удмуртии. Плюс к этому мы заплатили перевозчику с миллиардной прибылью 2 миллиарда рублей из нищего бюджета, непонятно за что. Вернее, не мы заплатили, а у нас украли. Что такое 2 миллиарда? Огромные деньги. Это не только 200 новых автобусов. Это зарплата 500 врачей узкой специализации за 5 лет, которых так не хватает в республике. Или больше 1500 квартир для сирот. Но Бричалов просто отдал их нужным людям. Кстати, о нем. А что Бричалов? А Бричалов как обычно. История с удмуртскими автобусами очень показательна. В ней великолепно считывается подход к системной коррупции, многократно отработанный Бричаловым в других сферах. В случае с общественным транспортом Бричалов очень возмущался, что в районах отменяются маршруты, и использовал это, чтобы ликвидировать Удмуртавтотранс. В результате новый инвестор заработал, а маршрутов стало еще меньше. Точно так же Бричалов возмущался состоянием ижевских школ и детских садов. Под этим предлогом он по дешевке продал прибыльные ижевские электросети, 300 миллионов с продажи которых до сих пор непонятно где. А школы и детсады все так же ждут ремонта. Точно так же Бричалов возмущался убыточностью государственных аптек Удмуртии и перестал возмущаться, когда поставил туда своих людей, а цены на лекарства стали выше, чем в частных аптеках. Удмуртская медицина Бричалова тоже очень возмущала. Он пафосно объявил перезагрузку, после чего оптимизировал все, что можно, и позволил вице-премьеру Эльвире Пинчук хорошо зарабатывать на нашем здоровье с помощью сети своих частных клиник. Слияние Удмуртавтотранса и Иппопата перед сдачей инвесторам очень напоминает еще одну аферу Бричалова с прибыльным Удмуртавтодором, в который влили дорожное предприятие Ижевское, чтобы снизить стоимость государственного актива перед продажей. Есть здесь сходство и с мусорной аферой Бричалова. Максим Агашин владел не только Иппопатом, но и был бенефициаром регионального мусорного оператора. А доля в нем через подставное лицо принадлежала Сергею Чернину, дружку Бричалова по работе в общественной палате с офшорами на Сейшелах и офисами в Лондоне. И в случае с автобусами, и в случае с мусором Бричалов используют одного и того же Агашина в сделках с федеральными олигархами, желающими заработать на Удмуртии. Исходя из этого, можно сформулировать политический метод Александра Бричалова из 3 шагов. Первое – публично возмутиться проблемой. Второе – направить на ее решение нужных людей. А итог всегда один. Проблема не решена, зато нужные люди заработали. Александр Бричалов призывает со своих баннеров: «Верьте делам». И это первый случай, когда я с ним согласен. Не верьте продажным агитаторам, которые рассказывают, что Бричалов приведет в республику какие-то федеральные деньги. За 5 лет с помощью своих хваленых связей он не привел в республику ни одного значимого проекта. Ни федеральную трассу М12, ни Ижевский автозавод не спас. Ничего. Он привел только федеральных олигархов, которые спелись с местными и теперь кормятся на активах республики вместе. Верьте делам. Тому, что Бричалов сделал с удмуртской медициной, удмуртскими дорогами и удмуртским общественным транспортом. Мы добавили требования больше автобусов в города и районы республики на сайт требуйбольше.рф. Поддержите его, раскидайте этот ролик по чатам, а 11 сентября приходите на выборы и голосуйте за любого, кроме Александра Бричалова. А еще в описании этого видео есть ссылка на стикер. Напечатайте его и наклейте на остановке у дома, чтобы ваши коллеги по ожиданию знали, из-за кого их автобус так долго не приходит. Спасибо тем, кто поддерживает нас на платформе Boosty. Подписывайтесь на наш канал, если вы тоже против.